Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок математики. Тема урока – квадратный дециметр. Сегодня на уроке познакомимся с квадратным дециметром. Узнаем, как он связан с квадратным сантиметром. Будем решать задачи с использованием новой единицы площади. Девиз урока. Чтоб сегодня наш урок всем пошел ребятам впрок, постарайтесь все понять, слушать, думать и вникать. Выполните преобразование чисел. Проверьте свои преобразования. Как они называются? Правильно, это именованные числа. Что измеряем данными единицами? Миллиметром, сантиметром, дециметром, метром. Подумайте, в каких единицах измеряется площадь. Мы не случайно вспомнили с вами про именованные числа. Единицы измерения длины и площади. Эти знания нам пригодятся на уроке. Решим геометрическую задачу. Дан квадрат со стороной 9 сантиметров. Надо найти его площадь и периметр. Для решения задачи вам надо вспомнить и записать формулы нахождения площади и периметра квадрата. Проверьте, так ли вы рассуждали? Чтобы найти площадь квадрата, надо А умножить на А. Так как у квадрата все стороны равны, записываем. 9 умножить на 9 равно 81 квадратный сантиметр. Так мы нашли площадь квадрата. Чтобы найти периметр квадрата, надо длины его сторон умножить на 4. Записываем. 9 умножить на 4 равно 36 сантиметров. Пишем ответ. Площадь равна 81 квадратный сантиметр. Периметр равен 36 сантиметров. Молодцы! Сегодня мы продолжим говорить о площади прямоугольника и познакомимся с новой единицей измерения площади, новой меркой. Итак, задание на смекалку и внимание. Разделите числа на две группы. 3 сантиметра, 5 литров, 2 дециметра, 46, 4 миллиметра, 100, 18 сантиметров квадратных, 2 дециметра квадратных. Проверим. Числа можно разделить на именованные числа и обычные числа. На какие еще группы можно разделить данные числа? Числа, обозначающие длину и площадь.
Запишите в тетради числа, обозначающие длину по порядку возрастания, от самого маленького до самого большого. А затем переведите дециметры в сантиметры, сантиметры в миллиметры. Молодцы! Прочитайте единицы площади. Правильно. 18 квадратных сантиметров. 2 квадратных дециметра. С какой единицей площади вы уже знакомы? Начертите в тетради 1 квадратный сантиметр. Что вы начертили? Квадрат со стороной 1 сантиметр. А о какой единице площади из названия мы еще подробно не говорили? О квадратном дециметре. Давайте вспомним, какими способами можно измерить площадь прямоугольника. Разделить на квадратные сантиметры, измерить длину и ширину и перемножить данные. Вычислите площадь квадрата со стороной 10 сантиметров. Как по-другому записать 10 сантиметров? 10 сантиметров – это 1 дециметр. Подумайте, как мы назовем квадрат со стороной 1 дециметр? Верно, квадратный дециметр. Сколько квадратных сантиметров содержится в одном квадратном дециметре? Как узнать? Надо умножить длину на ширину. 10 сантиметров умножить на 10 сантиметров получится 100 квадратных сантиметров в одном квадратном дециметре. Запомни, в одном квадратном дециметре 100 квадратных сантиметров. Хорошо, ребята, отдохнули? А теперь давайте решим задачу, используя новую единицу измерения. Прежде чем мы решим задачу, ответьте на вопрос. Для чего нужна единица измерения площади в 1 квадратный дециметр? Правильно, чтобы измерять площадь крупных фигур и предметы. Давайте измерим длину и ширину парты. Выразим их в дециметрах и найдем площадь. Итак, длина парты 70 сантиметров или 7 дециметров. Ширина 40 сантиметров или 4 дециметра. Запишите условия. Дано А 7 дециметров, Б 4 дециметра. Площадь неизвестна. Запомните, площадь измеряется в квадратных дециметрах. Запишите решение. Площадь находим по формуле А умножить на Б. Подставим в формулу данные. Получим 7 умножить на 4 равно 28 квадратных дециметров площадь парты. Запишем ответ. S равно 28 квадратных дециметров. Теперь попробуйте самостоятельно записать и решить похожую задачу. Длина окна в школе 9 дециметров.
а ширина 10 дециметров. Найдите его площадь. Вспомните формулу нахождения площади. Расскажите родителям, как вы рассуждали, решая задачу. Проверьте, вы также записали и объяснили родителям решение задачи. Теперь посмотрим, насколько вы внимательны. Вы запомнили, сколько в одном квадратном дециметре квадратных сантиметров? Отлично. Тогда соедините равные друг другу именованные числа. Проверим. 1 квадратный дециметр равен 100 квадратным сантиметрам. 6 квадратных дециметров равны 600 квадратных сантиметров. 9 квадратных дециметров равны 900 квадратных сантиметров. 800 квадратных сантиметров равно 8 квадратных дециметров. 500 квадратных сантиметров равно 5 квадратных дециметров. Молодцы! Вы отлично справились с заданием. Закончите предложение. Сегодня на уроке я научился. Было интересно. Было трудно. Мои ощущения от урока. Этот урок дал мне для жизни. Больше всего понравилось. Наш урок подошел к концу. Вы молодцы, ребята. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.